Заявление ОДКБ выглядит как минимум смехотворно и комично. Почему? Потому что ОДКБ, большей части ядро этого ОДКБ, вооруженных сил, составляет вооруженные силы Российской Федерации, которые воюют в Украине. И вот если следовать логике Иманғали Тасмағамбетова, получается, что та же самая страна, та же самая армия, которая в Украине является оккупантами, они вдруг просто по щелчку пальцев вдруг станут миротворческой силой, перестанут стрелять в украинцев и просто будут уже нести миротворческую функцию, разделять противоборствующие силы. Ну, то есть украинцев и самих себя. Бред, конечно, откровенный, но за этим бредом следует более глубокий смысл. Хорошо, если мы исключим вооруженные силы России в составе ОДКБ, то кому же тогда придется выполнять миротворческие функции? Войскам Беларуси, но к войскам Беларуси тоже особого доверия нет, потому что Беларусь уже признана мировым сообществом как сообщница Российской Федерации в военной агрессии против Украины. Тогда остается Казахстан. Но опять-таки Ахурда официально заявила о своем нейтралитете по отношению к этой войне и невмешательстве. Армения уже как бы умыла руки из ОДКБ. Поверить в то, что Таджикистан пошлет свои войска, согласится и пошлет своих солдат в Украину, тоже как бы весьма-весьма сомнительно. Поэтому, скорее всего, заявление, которое озвучил пресс-секретарь ОДКБ, это плод больного воображения Иманғали Тасмағамбетова, который, видимо, пересидел в Москве откровенно. Впору задаться вопросом: а Иманғали Тасмағамбетов – это точно гражданин Республики Казахстан? Мы случайно ничего не пропустили?